А вот мини-футбольные команды республики порадовать своих болельщиков не смогли. Новая генерация на выходных провела 2 домашних матча с Синарой из Екатеринбурга. Первая встреча завершилась со счетом 3-5. В повторной сыктывкарцы уступили 3-6. Надо признать, что на сегодняшний день функционального состояния нашей команды, к сожалению, хватает по тайму на каждый матч. Вчера выдали неплохой второй тайм, постарались догнать, переломить игру. Сегодня зашли с первого тайма с настроем, но физические кондиции под конец немножко не хватило. Синара где-то переломила за счет своих лидеров, за счет удачно забитых голов. Были моменты и у нас свое преимущество развить и довести игру до конца. Но пока имеем то, что имеем. Я думаю, что разберем ошибки и к «Динамо Самаре» подойдем уже в более оптимальной форме. Ухта в это же время принимала клуб «Газпром Югра» и дважды уступила. Первая встреча завершилась со счетом 2-4, а вот в повторной у хозяев были все шансы на 3 очка. Полтора тайма ухтинцы вели в счете 3-1. Однако преимущество свое растеряли. Итоговый счет на табло 4-6 в пользу Югорска. Сейчас я на ребят смотрел в разделке, но и на них больно смотреть на самом деле. Потому что они сегодня кто-то отдался на все 100%, на 200%. А кто-то не отдался. Не хочу переходить на личности, потому что это наша там вся кухня. Но, как говорится, если она болезнь, она вот идет, понимаете, болезнь, ее сначала лечат лекарственными средствами, потом там какие-то физиопроцедуры, получается. Но если она опухоль, она растет, ну тогда нужно уже, значит, оперативное вмешательство. Вероятно, вскоре грядут кадровые перестановки, о которых главный тренер Игорь Путилов намерен говорить с руководством клуба и ветеранами. Следующие матчи уже в следующем году, 9 и 10 января, Ухта принимает Синару.